Доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Доброе утро. Кто внизу еще, вы не поднялись, пожалуйста, проходите наверх. Мы будем начинать наше собрание. Давайте мы поднимемся на наши ноги, помолимся, благословим день сегодняшний, собрание наше. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам, за этот солнечный день, за возможность, которую Ты даешь приходить сюда, славить Тебя, поклоняться Тебе и ожидать от Тебя. Господи, Ты глава этой церкви, и мы ожидаем, что Ты будешь направлять нас, будешь говорить в наши сердца, и мы отдаем это собрание в Твои руки и просим Тебя, делай, что Ты хочешь, Господь. Двигайся. Мы полны ожиданий, что Ты будешь наполнять нас. Я прошу Тебя, Господи, пусть никто из этого собрания не уйдет равнодушным, не уйдет пустым, но каждый что-нибудь да получит. Господь, Ты знаешь наши нужды даже больше нас, Господь. Если кто-то из присутствующих нуждается в ободрении, я провозглашаю, что Ты получишь ободрение. Кто-то нуждается в благословении в какой-то сфере, я провозглашаю, что Ты получишь благословение. Если кто-то нуждается в мире и в покое, несмотря на все штормы и несмотря на то, что происходит, я провозглашаю мир в Твою жизнь. Пусть будет мир. Господь, Ты усмотри, наполняй нас, наполняй наши сердца. И, Господи, прими всю славу и хвалу, которую мы приготовили для Тебя, ибо Ты достоин. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы Господу дадим аплодисменты, и мы прославим Его. Вся хвала Тебе, Господь, мы воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь.
вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе, Господь. Слава, аллилуйя, Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала только Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Воздай всю славу, Господь, мы славим Тебя, Иисус. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Все мы дети Господни, и все мечты Его наши. Пусть же придет во всей силе Царство Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Ничто не погасит твой свет внутри, подобно пожару огонь яви, и пусть он сильнее горит во мне. Пусть он горит во мне, словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его.
все мы ждем Его. Господь здесь в своей силе и славе. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами в каждом дне. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Чтоб славить мне, я пою Тебе, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне, где бы ни был, чтоб ни пела, я пою Тебе, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, Ты хочешь все мне дать, и я хочу за все Тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, Ты хочешь все мне дать, и я хочу за все Тебя благословлять. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Аллилуйя, благослови, воздайся славу. Господь, мы славим Тебя на этом месте. Ты великий Бог. Аллилуйя. Тщетно искал, чем сердце наполнить, звоном монет и славой побед, что тают, как сон. Тогда Ты пришел, собрав осколки жизни, все, что нужно мне, с избытком в Тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с Тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с Тобой.
ошибки мои увидел все ты, но назвал меня друг. Ведь ты рядом в победах и в поражениях. Нет таких мест, где милость и крест не нашли бы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Что в этом мире с тобой? В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Слезы в смех обращаешь, красоту серый пепел, смыл позор своей славой. Это можешь только ты. Строить сад из развалин, из костей делать воинов, разделять слово море. Это можешь только ты. Это можешь только ты. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Ничто не сравнится с тобой, Господь. Ты один такой, удивительный, наш Бог, наш Отец. Ты мой Господь, Твоя милость бесконечна, навсегда я в надежных руках. С момента пробуждения и до заката дня буду петь, как ты любишь меня. Ты в каждом дне, Господь, мне верен, и в каждом дне ты был так благ ко мне, и каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о твоей доброте. Люблю тебя, сквозь огонь меня проводишь, твои слова, в них надежда моя. И нет отца прекрасней, и друга нет верней, и я живу в благодати твоей. Ты в каждом дне, Господь, мне верен, и в каждом дне ты был так благ ко мне, и каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о твоей доброте.
toyon en ütön kahandan büppet Oskuyanbın ereller hililerge Sarsırda sarga tıttan gün büter deri minılım taptalın tuğuna En günahsın derini lekti En günlerde ütörün kutağın Belirli bitmeyadımına minılım en ütön tuğuna Taptıydın min Üste ottan en büyüğün En dılgar ere bar ereli En kurtuk ere ağa Doğurganna da sok İlgeler üdöğer bolabı En günahsın derini lekti En günlerde üdöğün kutağın Belirli bitmeyadımına minılım en ütön tuğuna Ты в каждом дне, Господь, мне верен. И в каждом дне Ты был так благ ко мне. И каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте. Твоя благодать меня даже в буре ждет, мой Бог. Твоя благодать меня сквозь огонь ведет, мой Бог. Одному Тебе доверяю я, ведь Ты со мной всегда. Я знаю, любовь Твоя не изменит никогда. Твоя благодать меня даже в буре ждет, мой Бог. Твоя благодать меня сквозь огонь ведет, мой Бог. Одному Тебе доверяю я, ведь Ты со мной всегда. Я знаю, любовь Твоя не изменит никогда. Никогда. Ты в каждом дне, Господь, мне верен. И в каждом дне Ты был так благ ко мне. И каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте. Я буду петь о Твоей доброте. Я буду петь о Твоей доброте. В каждом дне Господь с Тобою, Он всегда Тебя любит и никогда не оставит. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы благоговеем перед Твоим могуществом, Твоем святом присутствии. Благодарим Тебя за это благословенное утро, которое обновляется Твоя благодать в наших сердцах. Отец, мы гордимся Тобой, что мы Твои дети. Благодарим Тебя, что Твоя любовь изливает, наполняет наши сердца, наши мысли. И мы все перед Твоим лицом, в Твоем святом присутствии величаем Твое имя, благодарим за Твою милость и благость, Господь, в нашей жизни. И мы сегодня, как семья большая, как дети Твои, как народ Твой, простираем свои руки, свои сердца к Тебе, Отец.
Мы в ожидании, что Ты сегодня будешь изливать наши сердца. Твоя рука исцеляющая прикоснется и дотронется до каждого. Славим Тебя и благодарим за церковь Твою, которую Ты насадил на краеугольном камне, и Ты сказал, что врата ада не одолеют его. Благодарим Тебя, Отец, за этих людей, которые сегодня пришли перед Тобой в ожидании принять Твое Слово, семя Твоего Слова, чтобы наши жизни были изменены к лучшему, Господь. О, Отец, спасибо Тебе за все служения, которые есть в нашей церкви. За пастора мы благодарим, за наших служителей, Слово, Господь, за прославление, за детское служение, Господь, и за все те служения, которые Ты имеешь в своем сердце, чтобы они высвободились в нашей церкви. Слава и хвала Тебе, да распространяются Твои пределы до края земли, и будет Твое имя возвеличено у всех на устах, во всех родах и племенах. Отец Небесный, мы некогда рожденные в разных местах, сегодня собраны в этом городе. Якутск – это наш город. Здесь наша миссия, чтобы благословлять этот город, молиться каждое утро и высвобождать Твою любовь и Твою благодать. Твой мир, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть та земля, на которой наступит наша нога, пусть то место, где мы будем светить, да будет Твоим царством, Господь, да будет промножаться Твоя благодать на благодать. Благодарим Тебя, Отец, и преклоняем наши сердца, наши колени перед Твоим могуществом. Отец Небесный, и мы сегодня, как посаженные возле Тебя на небеса, Господь, с престола небес высвобождаем и провозглашаем, что мы ранами Твоими исцелены, и нет болящего среди народа Твоего, Господь. Мы благодарим за каждую каплю Твоей драгоценной кровью, которая искупила нас от всякой болезни, от всякой немощи, от всякой нищеты духа и материального. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы провозглашаем здесь, в этом городе, в наших семьях, в наших сердцах, в нашей церкви, Твой избыток во имя Иисуса Христа. Пусть во всем будет избыток, и Твоя любовь, Господь, будет направлять наши сердца, и все наши мотивы да будут направляемы Твоей любовью. Спасибо Тебе, Господь. Благословляем сегодняшнее служение, благословляем Слово, и уши будут открыты, чтобы принять Слово, которое есть семя, которое будет посеяно в наших сердцах, чтобы оно принесло плоды в нашей жизни. Будьте благословенны. Пусть Господь будет прославлен в нашей жизни, в нашем собрании. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Еще раз доброе утро. Давайте мы прославленцам поаплодируем тоже. Было круто. Спасибо. Не садитесь сразу, что вы сели. Еще рано, как бы. У нас возвращаются люди из отпусков. У нас приходят люди, которых мы давно не видели. И мы сейчас будем практиковать местописание, что если хочешь, чтобы тебя любили, сам люби тоже. Хочешь быть дружелюбным, начни сам, да. Подойдите минимум к 3. Нас просто много, давайте 3, ладно. Маловато, давайте 4 человека, которых вы давно не видели. Или вы видите человека в первый раз, и скажите ему что-нибудь хорошее. Благословите его, помолитесь, улыбнитесь, прикоснитесь.
Да. Дети, подростки, можно вас попросить уже выходить сюда, мы за вас помолимся. И также у меня есть небольшое объявление. Кто приехал на белом Toyota Wish 756 номер, можно подвинуть машину, потому что музыкантов мы там подперли, и у них просто концерт в театре, им нужно уезжать. Пожалуйста, отгоните машину. Белый Wish. Ну, все, хорошо. Так, и у нас добрая традиция. Вы знаете, это что, дети, что ли? Какие-то здоровые все. Кто это? У нас можно не по росту вставать, вы знаете, как бы... Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашем собрании, кто сейчас здесь, а также за всех детей, кто в нашем собрании, но их нет по какой-то причине, они где-то отдыхают, может быть, дома, Господи. Я прошу Тебя, благослови их, как мы их сейчас благословляем, всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука будет над каждым из них, уберегая их от зла во все дни их жизни, Господи. Я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы в их жизни были настоящие друзья, на кого они могут положиться, Господи. Чтобы были люди, которые будут оказывать положительное влияние на становление их как личности, Господи. При всем при этом, Господь, я прошу Тебя, чтобы их жизнь она была наполнена чудесами от Тебя. Господи, пусть они знают, что есть Бог, живой Бог, который заботится о них и к которому они всегда могут прийти, попросить и быть услышанными. Господь, прошу Тебя, пусть будет так. Благослови также их будущих супругов, их будущие семьи, благослови их детей и их детей. Господь, пусть они будут все надеждой и опорой своим родителям в старости. Благослови их. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Слава Богу. Слава Богу, да, и у нас детское служение есть сегодня? Да, конечно, это здорово. То есть я на всякий случай, а то еще осень не настала, а у нас учебный год уже настал. Небольшое объявление для родителей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, он посещал детское служение, вам нужно в обязательном порядке заполнить согласие о том, что вы не против, чтобы ваш ребенок ходил здесь на детское служение. Если вы не заполните согласие, ребенок ходить не может. Хорошо? Поэтому после собрания, пожалуйста, подойдите туда в кабинеты, в детское служение, нужно взять бланк и заполнить согласие родителей. Хорошо? Фух, слава Богу. У нас так... Может быть, кто-то помнит, не так давно я проповедовал, была такая проповедь «Будь готов к переменам от Бога». И вы знаете, я вот прямо ожидаю, что этот год будут перемены. Я уже просто боюсь так смело провозглашать, потому что, помните, вот я помню в 2019 году у меня была прямо серия проповедей, и я верил, что будут перемены. И несколько прямо месяцев подряд я проповедовал, и вот перемены. И знаете, вот человек предполагает, а Бог располагает, да? Перемены оказались совсем не те, которые я ожидал лично. То есть, вы знаете, пандемия и вот все вот это, вот то, что происходило. И вроде бы я уже, не молодой, но когда Новый год наступает, я уже даже не знаю, знаете, что же будет в следующем году. Казалось, жизнь такая уже размеренная, спокойная, да? А оно как-то пристегнись и держись. Вот, знаете, у меня сейчас просто хорошие такие ожидания, что Бог, Он двигается, Он живой, аминь. И что Бог, Он ведет нас в чем-то, я просто верю, что будут какие-то перемены к лучшему.
именно перемены. Бог, Он готовил нас к чему-то, и вот сейчас мы должны сделать какой-то следующий шаг, войти во что-то такое хорошее. И давайте уповать на Бога и ожидать от Него. Да, и сегодня я даже не знаю, давайте мы, чтобы нам в конце, у нас сегодня мы принимаем хлебопреломление, и кто помнит, мы хлебопреломление, причастие будем принимать, как вот в прошлый раз. Мне вот Господь положил на сердце, то есть не совсем обычно, как мы это делали. В конце собрания мы подойдем, мы возьмем, мы сначала благословим, помолимся, осветим все, потом каждый возьмет себе по стаканчику и по кусочку хлеба, мы вернемся назад, и мы разобьемся по группам. Человек по 5. Хорошо? И сразу не принимайте, сразу не пейте, не ешьте, подождите всех, когда мы все вернемся. Потом мы все вместе примем, и мы возьмем какое-то время, и мы пообщаемся. Вот в той пятерке, в которой вы будете, познакомиться, помолиться, может быть, за нужды друг друга. Хорошо? Поэтому не старайтесь убегать. Вот. И чтобы нам в конце не отвлекаться, давайте мы сейчас также решим вопрос с пожертвованиями и с десятинами. Можно вывести у нас реквизиты. Вы знаете, что церковь, она существует на десятины и пожертвования, и можно современным способом в электронном виде это делать, кто-то может старым дедовским способом. И пусть Господь благословит каждого, кто дает. Не вставайте, я помолюсь, хорошо? Господь, я прошу Тебя, благослови каждого человека, который когда-либо давал и дает в церкви. И пусть их рука, она не оскудеет, Господи. Благослови каждого. Просто не только в финансовой сфере, но вообще во всех сферах жизни. Чтобы просто жизнь, она была до избытка. Господь, чтобы всегда на все хватало. Чтобы не считали каждую копейку, Господь, но могли уделять на добрые дела. Не только в церкви, но еще где-то, Господь. Пусть никто в нашей церкви настанет этот день, не будет никому ничего должен, кроме взаимной любви. Я просто разрушаю всякое проклятие долгов. Дай мудрости, Господи, каждому человеку, как распоряжаться своими деньгами, как не залазить в долги. Если у кого-то есть, Господи, просто благослови, чтобы выбраться из всех долгов, отдать все кредиты и жить по средствам. Пусть будет так. Аминь. Слава Богу. Я ничего не забыл? Меня обычно просят что-то сказать или сделать, и я иногда забываю, и потом мне стыдно. Как я мог забыть? И поэтому я на всякий случай спрашиваю. Я бы хотел сегодня продолжить серию проповедей, которая у меня была. И кто помнит, мы говорили про всевозможные чувства. Помните, мы говорили про страх, про гнев, про то, как не быть обескураженным, то есть, чтобы руки не опустились. И сегодня я бы хотел продолжать в том же духе, и я бы хотел поговорить про горечь, которая возникает у людей. И проповедь называется «Ослепленный горечью». И я думаю, что многие из вас, вы знаете историю Ионы. И я когда перечитывал, знаете, я как-то вот... Все знают первое, как начало вообще начинается. Вы помните, что Бог, Он послал пророка Иону в город Ниневия. Для того, чтобы... Потому что этот город, он был злой, и он должен был прийти туда и проповедовать, и говорить им, что осталось совсем немного времени, и город будет уничтожен, разрушен. Покайтесь от своих злых дел. И Иона не хотел идти туда. Вы помните? Это то, что первые 2 главы. Более того, он сел на корабль, на лодку и отправился совершенно в противоположном направлении от того, куда посылал его Господь. Но, как я уже говорил, да, человек предполагает, Бог располагает. У Бога были другие планы на этот счет. И мы знаем эту историю, что Иона, он
оказался в чреве огромного кита и провел там 3 дня и 3 ночи. И удивительная вещь происходит с людьми, когда ты оказываешься где-то внутри кита, и когда выхода никакого нет. Вы знаете, что Иона, он там и молился, и он покаялся. В общем, Господь его освободил из чрева, да, и наконец-то Иона был готов пойти и сделать то, что ему говорит Господь. И сейчас мы прочитаем, вообще книга Ионы, там всего 4 главы. Как бы, да, не так много, и я вам коротко рассказал первые 2. И сейчас мы прочитаем 2 последних, потому что для меня как-то было вот откровение перечитать это. Потому что все помнят вот начало истории, что Иона, кит, его освободили. И вот дальше, смотрите, 3 глава с 1 стиха. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы». То есть город был настолько большой, что его 3 дня нужно было обходить. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли я говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный, долготерпивый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Никто не спит еще? Как бы тексты долгие такие, да? Нормально все. Что мы видим здесь? Конец книги Ионы. То, что мы видим, не очень красивая картина разворачивается перед нашими глазами. Иона сидит, полон горечи и печали, полон ненависти. И он желает, что я все равно бы, лучше бы вообще бы никогда не приходил в эту Ниневию. Я хочу, чтобы они все умерли. У него даже есть смелость, и он попрекает Бога этим. Смотрите, 2 глава, то, что мы читали, 4 глава, 2 стих. «И молился он Господу и сказал:
о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал, Фарсис, то есть первый раз. Ты меня отправлял, а я развернулся и в другую сторону. Потому что я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпивый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Поверите вы в это или нет, но Иона здесь, он как бы поучает Бога или говорит, я знал, что ты добрый, что ты благой, и что так все кончится, ты их пожалеешь. И он не был счастлив вообще. И он хотел, чтобы Бог, он знал об этом. Да? Иона был полон горечи. Что происходит? Почему? Что произошло? И Библия нам не говорит, открыто, не дается, почему Иона, он был наполнен горечью. Но мы можем как бы предположить только. И Ниневия – это была одна из столиц ассирийского государства. И в период расцвета это был один из величайших городов. Он находился на севере Ирака, и есть такой город Мосул. Может быть, вы слышали, когда вот американское вторжение было, там была прямо битва за этот город. Есть раскопки, этот город, он найден. У него была стена, которая окружала город 12 километров по периметру, и высота стены была 20 метров. 20 метров это много. То есть, если 3 этажа, 4-этажный дом это 12 метров, вы представьте, 20 метров. И город был великий. По тем временам 120 тысяч населения, то, что говорится в Библии, это как Москва сейчас. Это мегаполис. То есть тогда таких городов, которые были бы за стеной, пойди сыщи. И в чем же заключалась причина успеха этого города? Вы знаете, ассирийцы, они облагали данью, они завоевывали все окрестные народы и города, и они облагали их данью, и всю дань свозили в Ниневию. И ладно бы они просто завоевывали и сажали, но, насколько я понимаю из истории, они были славны тем, славны, наверное, не очень хорошее слово, известны тем, что когда они приходили, они ставили ультиматум. Либо вы сдаетесь сразу, и мы все решаем по-хорошему, вы там нам отдаете, не знаю, там половину своих прибытков или там, в общем, дань какую-то, и на регулярной основе нам ее завозите. Но если город, он отказывался сразу сдаться, и они сопротивлялись, то есть город осаждали ассирийцы, и со временем город падал, то тогда ниневитяне, что они делали? Они их не просто всех убивали, они убивали их просто жесточайшим способом. Людей четвертовали, сажали на кол и так далее. И просто молва вот эта, она шла перед ними, знаете, и как бы, когда уже в следующий раз приходили к следующему городу, все 10, лучше, может быть, сразу отдать, потому что войны великие, и все кончится плохо. И об этом не говорится напрямую в Библии, но я думаю, что вполне возможно, что Иона, у него были знакомые, может быть, родственники, потому что ниневитяне, они в том числе захватывали, облагали данью Иудею, Израиль, какие-то города. Вполне возможно, что были убиты его знакомые, были убиты его родственники. Может быть, это произошло у него на глазах. Но кто-то погиб. То есть нам не говорится, почему он был наполнен горечью, но если, зная их репутацию, что-то подобное произошло, то Иона, он не хотел, чтобы кто-то из них, он вообще спасся. Он не хотел туда идти и проповедовать, что покайтесь, останетесь живы. Он хотел, чтобы они все умерли. Чтобы камня на камне не осталось в этом городе. Каждый из них, пусть все они помрут. И он был горечью наполнен. И чисто по-человечески его можно понять. Да? Тяжело его судить, если такое, что-то подобное, оно произошло. И мы вернемся еще к Ионе, но сейчас я бы хотел коснуться
от горечи. Что это такое вообще? И Евреям 12 глава, 15 стих предупреждает нас и говорит, что наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Бог говорит, что будьте осторожны, есть определенные грехи, которые могут вас лишить благодати Божией. Благодать Божия, она есть, но ты можешь сам из-под нее выйти. И знаете, там, если дальше, кому интересно, вы можете потом посмотреть, еще раз, Евреям 12 глава, и там в 16-17 стихе он говорит, что, там он говорит про сексуальные грехи, там, прелюбодейство и про идолопоклонство, да, что вот это вот может вас также лишить благодати Божией. Но я хочу обратить ваше внимание, что начинает-то он список вообще с чего? Он начинает с горечи. Знаете, страшный грех. И почему он так начинает? Потому что, знаете, я могу судить просто, вот, например, по собранию верующих, по церквям, да. Если кто-то в собрании, он зол, он получает какую-то обиду, которая, может быть, действительно была ему нанесена, или, может быть, человек так просто считает, неважно, но он обиделся, да. И человек, он начинает думать и думать об этом. И он все думает, как поквитаться. А как мне ответить? И знаете, вот в процессе такой человек, он, как правило, вовлекает своих друзей, окружающих каких-то. И они оскверняются его вот этой горечью. То есть он ее распространяет вокруг себя. И все заканчивается тем, что начинаются проблемы. И в церкви, и в собрании, и в жизни. И многие, они оскверняются. И я хочу вам привести такой пример. Сразу скажу, это не у нас. Это не в нашем городе, это не в одной из церквей, которых вы знаете. Нет, это кроме шуток. Так, большая церковь, много-много служений. Прямо, большая. И появился новый человек в пасторской команде, и все ему, так знаете, говорят, давай ты будешь курировать. По воскресеньям у них проходили, знаете, много служений. Вот после собрания. Там бездомным там какое-то служение, да, всякие там 12 шагов, как выбраться там из этого. Кто-то там голодных кормит. И было одно служение, он говорит, вот ты все служения будешь курировать. И он как-то, ответственный, только пришел. Как-то, они с женой помолились. И хорошо, как бы он возглавил вот это, так можно сказать, служение, да, то есть смотрел за всеми этими служениями, которые происходили. И уже в процессе он понял, почему, собственно, именно его и попросили, как человека, который новый пришел. У них было служение, молодые пары собирались. И они собирались в подвальном помещении, в здании, огромное здание, и служение вели две сестры. И эти две сестры, они были уже не молоды, и они были не замужем, и они были полны горечи. И все начало выливаться в то, что вообще служение-то оно начиналось как служение молодым парам, но в итоге все мужчины, они поубегали, никто не мог вынести этого, и остались небольшая группа женщин, которая также наполнилась вот этой вот горечью какой-то, и все боялись подходить, потому что сестры были уже давно в церкви, их уже давно все знали, и никто никак не мог им сказать, что пора завязывать. Посмотрите, что изначально, что вы планировали, и что вы хотели, и чем все заканчивается. То есть у вас какая-то там группа, которая, это не наша церковь, поэтому там, знаете, ядом просто плескает как бы вокруг, да? И он понял, что на самом-то деле
Его взяли на эту работу, да, как бы, или там предложили вот это служение. Просто все хотели закрыть это служение. И ни у кого не хватало смелости прийти и сделать это. И в один прекрасный день он спустился вниз, во время, когда вот проходило очередное там собрание у них. Он постучался и сказал, что дамы, извините, но вы больше не можете собираться здесь у нас. И это был большой человек, мужчина такой, он говорит, что это его воспоминания, что даже он испугался, как бы, реакция, потому что, он говорит, думал, я из этого подвала не выйду, где-нибудь в углу меня там и похоронят. То, что происходило, какая была реакция. Итак, знаете, вот первая причина, почему горечь, она опасна, когда ты допустил горечь в свою жизнь, это потому что она оскверняет многих. Не просто одного человека, но ты распространяешь ее своим поведением, своими эмоциями. С друзьями-то близкими как не поделиться, да? Печалью своею. И да, прелюбодейство, сексуальные грехи и идолопоклонство – это опасные, смертельные грехи. Но вы знаете, только горечь, она вот вовлекает других таким вот, в таком масштабе. Почему? Почему так происходит? Вы знаете, мы как бы плавно переходим ко второй причине, которую я могу сказать. Я бы назвал, что горечь, если можно так выразиться, это религиозная болезнь. Прямо вот религиозные верующие люди, они очень подвержены именно этому. Знаете почему? Потому что тот, кто допустил горечь, как правило, этот человек, он считает, но я-то прав. Я-то знаю, что я прав. Бог-то на моей стороне. А если Бог за нас, то кто против нас? И вот такая вот цепочка логическая, ложная, она выстраивается, и кто-то начинает страдать. Я страдаю за Христа. Знаете, там, в смысле, я вот несу свой крест, и вот эта вот горечь, которая меня вот там обидели, я там, я могу сказать, что, помните, мы как-то касались этого. За Христа это когда за веру. А здесь, скорее всего, по собственной глупости. И такой человек, он начинает искать справедливости. Он начинает искать справедливости, и, знаете, вот этот человек, которого он обидел, или группа людей, которая обидела его, да, они должны заплатить. Каким-то образом Господь, должен наказать их. И самое страшное, что часто такие люди, они несут это годами. Оно не заканчивается. Понимаете, горе, чем она опасна? Если ты уже допустил горечь, это не просто обида, а именно горечь. Что это может длиться годами. Знаете, самый печальный факт в этой истории, которую я вам рассказывал про этих сестер? Это то, что после того, как закрыли вот это их служение, они не ушли из церкви, они продолжали ходить, потому что большая церковь была. Но что происходило? Они приходили в собрание, и было прославление. Они на каждом собрании принимали причастие. Так заведено в этой церкви. И причастие, оно всегда было в начале собрания. Сразу после прославления они готовились, потом они принимали причастие. И вот сестры эти приходили, они славили Бога, поклонялись Ему. Ты великий, ты могучий. Потом они принимали причастие, потом все садились, начиналась проповедь, и они демонстративно вставали и по всему большому залу выходили и покидали собрание. Чтобы все видели, что горечь, что вот это вот, что их отношения, что их обидели, что они не согласны, что их горечь, она все еще, они ее оправдывали.
Горечь – это религиозная болезнь. И вы знаете, что печальное? Эти сестры, они так и умерли, и ушли. Ну, в смысле, они уже умерли, они ушли, наверное, на небо. Я не знаю. Но суть в чем? Насколько печально все это? Они так и умерли с этой горечью в своем сердце. И почему, знаете, вот еще это религиозная болезнь, и если ты позволяешь вот такому горькому корню быть у тебя в сердце, то ты тем самым смещаешь Бога с Его трона в своей жизни и начинаешь потихонечку претендовать на Его место. Я поясню, что я имею в виду. Иакова, 4 глава, 11-12 стих, предупреждает церковь. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Ты кто такой? Бог спрашивает, чтобы судить. Ты не знаешь, что у них в голове? Горечь – это опасный грех, потому что первое – вызывает проблемы и оскверняет многих. И вторая причина – это потому что человек, наполненный горечью, он в своем сознании, он сдвигает Бога с Его трона, потому что только Бог может судить. Только Бог знает все наши мысли. Но он претендует, что Бог-то со мной. Он же мне дает все помыслы и желания. Если у меня сильное желание кого-то придушить, и это то, что произошло с Ионой. Он хотел справедливости. Но не Божьей справедливости, а как он это себе представлял, да, человеческой. Потому что Бог ему говорил, иди и проповедуй, чтобы они покаялись. Но Иона не хотел, чтобы они покаялись. Да? Зачем они мне нужны там покаянные? Пусть умрут все. И Ниневия был злой город, и да, по человеческим, может быть, понятиям он был достоин того, чтобы его разрушили. И люди дослуживали того, чтобы умереть, как считал Иона. Знаешь, и в твоей, и в моей жизни возникают такие времена, когда мы можем быть наполнены похожими эмоциями. И нам свойственно обижаться на людей. Люди, они обидчивые. Так легко обидеть человека. Иногда сказал что-то, ляпнул и побежал такой довольный. А человек обиделся. И очень-очень сильно. И если кто-то обошелся с нами по умыслу, либо по недомыслию своему, не очень хорошо. И потом возникает вот такое вот чувство, желание презирать этого человека. Воткнуть ему куда-нибудь шпильку. Может быть, не убить, что там, уколоть просто. По крайней мере, вот печеньки я ему точно готовить не буду, да? Знаете, я смотрел просто вот определение горечи, и, неважно кто, хотел вам прочитать пару цитат. «У кого есть горечь, тот зол и несчастен потому, что он не может ни забыть, ни простить всего плохого, что произошло в прошлом». Еще кто-то написал следующее. «Горечь начинается там, где мы не отпускаем гнев и обиды». Я как-то читал историю про какие-то племена в Полинезии.
И там было какое-то воинственное племя такое, которое постоянно со всеми воевало. И у них был такой обычай. Если кто-то наносил тебе обиду, то они старались заполучить какую-то вещь этого человека, и потом они у себя на потолке в хижине развешивали все эти вещи. И когда они ложились спать, они смотрели на потолок, смотрели на каждую вещь и вспоминали этого человека, и вспоминали, какую обиду он им нанес, и они мечтали, как они с ним поквитаются. И это то, что делают люди, у которых есть горечь. Они проводят время, думая о своей обиде, о том, что им там сказали, о том, что произошло. Не замечаете, что ты сам себя лишаешь жизни? Жизнь, она прекрасна и удивительна. Бог говорит, я творю все новое. Нужно двигаться дальше. Жить. А такой человек, он, как правило, а меня вот со мной так несправедливо обошлись. Ефесянам 4 глава, 31 стих говорит нам, это к верующим христианам обращение. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Почему? Почему нам нельзя позволять возникнуть какому-то горькому корню? Всякое злоречие, всякая ненависть, всякие распри, пусть они будут удалены. Почему? Еще раз, первое. Это оскверняет многих, оскверняет тебя и лишает тебя благодати Божией. Кто хочет лишиться благодати Божией? Я точно не хочу. А второе, горечь, негодование, обиды показывает, что ты не доверяешь Богу. Почему? Римлянам 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Не трать свою жизнь на эту ерунду, чтобы там думать про обиды, думать, носить эту горечь, лишаться благодати Божией в своей жизни. Оно тебе надо. Бог говорит, я отомщу. Отдай это Богу. Здесь такая ловушка получается, знаете. Ты думаешь, что ты улавливаешь этого человека, но вред-то тебе в твоей жизни, это горечь. Она отравляет твою жизнь. Римлянам, мы прочитали, Притчи, 24 глава, 17-18 стих. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Да не надо злорадствовать. Знаете, в этом плане мы должны быть как рыбка Дори. Кто смотрел мультик? Это не по жизни, в смысле, а по отношению к обидам и к горечи. Что-то произошло, и ты тут же забыл. Да? И тебе легко будет. И не вспомнишь, и будешь жить, как будто все оно и хорошо. Во всем остальном надо иметь память. Да? Но здесь оно тебе вообще не надо. Когда дело касается какого-то реванша, отмщения, даже не думай об этом. Занимайся своими делами, и Господь, Он все усмотрит. Незаслуженное проклятие не сбудется. Что бы там ни говорили, доверяй Богу. Он Бог. Это Его часть.
судить, наказывать. А ты делай свою работу. У тебя какая работа? Идите и научите все народы. Это вообще заповедь церкви, да? Смотри на это. И опять же, если ты ему доверяешь, доверься ему полностью. Неужели ты думаешь, он не силен исправиться и избавить тебя от эмоций от этих, и дать тебе свободу в этом, и защитить тебя? На кого ты полагаешься? На авторитетов каких-то, которые за тебя встанут стеной? Вот она твоя вера. Просто не лезь туда. Но есть еще одна причина, почему мы должны избегать горечи. Вы знаете, это причина, что мы представляем Иисуса Христа как христиане. Помните, как я говорил? Вот по поводу любое какое-то публичное выступление. Все говорят, да, это же верующие. Хотя там один человек, может быть, он там, мы все имеем свое личное мнение по поводу различных событий, по поводу войны, по поводу еще чего-то. Помните, как я говорил? По поводу любой ситуации какой-то. Мы граждане этого общества, и мы же не зомби какие-то. У нас есть чувства, у нас есть переживания, у нас есть определенный какой-то прошлый опыт. Но при всем при этом я понимаю, что если я что-то говорю публично, либо с кем-то, то по мне судят прежде всего как по верующему, как по христианину. И поэтому лично я прикушу свой язык. И я не буду говорить где-то всякие вещи. Неважно, я, может быть, если прямо вот кому-то очень интересно, он подойдет ко мне и начнет меня пытать в приватной беседе, я ему могу сказать свою точку зрения, но вот так где-то я не буду. Почему? Да потому что мы не к этому призваны вообще. Мы призваны распространять Царство Божие. Мы призваны проповедовать о Христе. А если я сейчас выскажу какую-то точку зрения, обязательно кто-то обидится. И в следующий раз, когда я приду к нему что-то говорить, он меня не воспримет. Вы понимаете? Поэтому ради Христа я своими убеждениями, это то, о чем говорит Павел. Все почитают тщетою ради Христа. Вот в этом оно заключается. Понимаете? Не какие-то там заумные теологические вещи. Но ради Христа я молчу в тряпочку. Вы знаете, Иона, он не понимал, что он также представлял Христа. Потому что до рождения Христа было еще очень-очень много, очень-очень долго. Но сам Иисус, он сравнивает свою смерть и воскрешение, погребение, воскрешение, это, если можно так сказать, с воскрешением Ионы, то есть его кит заглотил, а потом, давайте мы посмотрим, Матвея 12 глава, 40 стих. Он говорит, «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Сама жизнь Иона – это было пророчество на то, что грядет, в том числе, что будет с Иисусом. Что Иисус, Он умрет на кресте, 3 дня проведет в могиле, а потом воскреснет. Но вы знаете, проблема с Ионой, он мог бы быть еще лучшим примером, чем он стал. Он мог бы быть отличным примером вот именно Божьего прощения. И Иона, он знал об этом, смотрите еще раз то, что мы читали, 4 глава Ионы, 2 стих. Он знает о Божьем прощении, он говорит, «Ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпивый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Он знал, что Бог благой, он знал, что Он милостивый, он знал, что Он простит Ниневию, если он будет очень красноречиво там проповедовать и призывать к покаянию. Он просто не хотел, чтобы Бог этого делал. Он не хотел, чтобы они были прощены. Не хотел, чтобы они были спасены. Он хотел, чтобы они все были мертвы.
Смотрите, внимание. Когда Иона был в чреве кита, он не возражал, когда Бог его простил. Да? Сначала он его слушался и пошел совершенно в другую сторону. Внутри кита оказался и молился там, и просил: Господи. Знаете, как в анекдоте, когда мужчина летел с 40-го этажа вниз. И как давай молиться: Господи, спаси меня. И то я сделаю, и это сделаю. Подтяжками зацепился на уровне 4-го этажа. Чего только не наговоришь перепугу. Да? Похоже очень. Когда Бог его простил, нормально. Все хорошо, ты Бог милостивый. И он опросил его, чтобы он был прощен, чтобы у него был второй шанс. Но его горечь, которая его наполняла, она просто ослепила его к тому, что Бог, Он не только к тебе милостивый, но и к другим тоже. Он к себе принимал вот эту милость Божию, а к другим нет. И в этом смысле он мог бы быть гораздо лучшим примером, знаете, который Бог, Он использовал. А он сидит и полон горечи в конце, после того, как он все сделал. Он исполнил Божие Слово. Я бы хотел привести такой пример в заключение. Я закончил, но чтобы проиллюстрировать, не знаю, мне кажется, хороший пример будет. В одной воскресной школе, там девушка, она вспоминала, она говорит, что у них очень креативный преподаватель был, такой творческий. И постоянно какие-то такие примеры, чтобы проиллюстрировать что-то, жизненные какие-то, да, она делала. И, говорит, когда в одно воскресенье мы приходим, это подросток девочка, и смотрю, на стене висит мишень и лежат дротики от дартс. Ясно было, что будет весело на этом собрании. И задача была такая, что учитель сказал: ребят, кто как может, нарисуйте людей, которые вас обидели, которые причинили вам какую-то боль. Если будет даже не очень похоже, но вы представьте, что это этот человек. И вот они начали рисовать. То есть там эта девушка, у нее там подружка слева, она нарисовала свою подругу, которая увела у нее парня. Справа там девочка, она нарисовала своего младшего брата. Она тоже нарисовала какого-то человека, и потом процедура в чем заключалась? Нужно было выйти, прикрепить вот эту картинку к этой мишени и кидать туда дротики. И очередь такая возникла, все кидают, всем весело, там кто-то бросает с такой силой, что там аж бумага нарвется. И время закончилось, и эта девочка, она не успела, она так огорчилась, потому что она так очень тщательно рисовала тоже человека, который ее обидел, и у нее не получилось ничего покидать. Но в тот момент, когда она сидела и она огорчилась, она с удивлением обнаружила, что преподаватель, учитель, она убрала вот эту мишень, а под ней была картинка Иисуса. Изображение, как мы обычно себе представляем. И так как много людей они вешали поверх листочки, они кидали дротики, весь его портрет, он был истыкан просто. Глаза все проткнуты, там щеки все они порваны. И весь класс, он как бы замер. И учительница, она закончила следующими словами из Матвея 25, 40 стих. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И эта девочка, она потом выросла. Говорит, вот эта картина у меня до сих пор перед глазами. Давайте мы поднимемся. Давайте мы помолимся коротко. Может быть, Бог, Он тебе что-то показывает. И ты сам знаешь, о чем у Него попросить. Но Бог, Он не хочет, чтобы мы ходили в горечи. Бог, Он хочет, чтобы мы ходили в свободе. Там, где Дух Господень, там свобода.
Он не хочет, чтобы мы были лишены благодати Его. Но ты сам можешь ее лишиться. Не Он у тебя ее забирает. Отец, мы просим Тебя, убери всякую горечь из наших жизней. Господи, мы не хотим носить это бремя. Мы хотим быть свободны. Может быть, прямо сейчас Бог, Он показывает тебе какого-то человека или людей, и ты не простил их. Попроси Бога помочь тебе простить их просто. Отпусти это. Прямо сейчас я провозглашаю полную свободу от горечи, от обиды. Я провозглашаю Дух Господень на каждом. Пусть Он наполняет своей любовью, своей радостью. Смотри на Бога, наполняйся им, и ты получишь свободу. Не смотри, забудь просто, не поворачивайся назад. Это все в прошлом. Бог все новое делает. У Него новый день для тебя есть. Пусть будет так, Господи. Я прошу Тебя. Аминь. И прямо сейчас давайте мы просто продолжим. Хорошая атмосфера. Мы помолимся, мы будем принимать причастие. И как я говорил, смотрите еще раз. Мы сейчас благословим этот сок, этот хлеб. После, вот с этой стороны также, мы разберем все и сядем по своим местам. Разбейтесь на группы, можно подвинуть стулья в кружок. Хорошо? Я хочу, чтобы мы пообщались. Я хочу, чтобы мы служили друг другу, потому что церковь – это не просто клуб по интересам. И у нас не такая большая церковь, но мы можем служить друг другу. Ты хочешь спросить, как? Да самое простое – просто помолиться. Узнать нужды, благословить кого-то. Просто познакомиться. Может быть, человек, он нуждается именно в общении. Он нуждается просто в улыбке. Кто-то нуждается просто в прикосновении. Не бойтесь касаться. Братья, не надо там с сестрами обниматься, но вы понимаете, о чем я. Поэтому давайте мы благословим этот хлеб и этот сок. Господи, все, что мы имеем в нашей жизни, это благодаря Тебе. По Твоей милости, по Твоей благодати. Не потому, что мы такие хорошие. Кто-то из нас достиг чего-то, кто-то достиг меньшего, Господи, но это ничто перед Тобой. Мы можем приходить к Тебе только благодаря крови Иисуса. И мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою кровь, которая была пролита, за то, что Ты очистил нас от всякого греха, Ты дал нам доступ к благодати Отца, Ты дал нам доступ к Его любви. Просто незаслуженно, какие бы мы ни были. Ты просто это сделал. Мы всегда помним об этом. Мы принимаем сейчас этот хлеб и это вино с благодарностью, вспоминая Тебе. Мы освящаем этот сок и говорим, что это кровь Твоя, которая была пролита за нас, и она осветила нас. И мы освящаем этот хлеб и провозглашаем, что это тело Твое, которое было ломимо за нас. Благодарим Тебя, Господи. Мы любим Тебя. И мы хотим также воплощать эту заповедь, что люби и ближнего своего. Мы хотим делать доброе по отношению к нашим братьям и сестрам, чтобы угодить Тебе. Пусть будет так. Аминь. Можно проходить. Еще раз, не торопитесь только принимать, ладно? Дождитесь, вернитесь и разбейтесь по группам.
Да, вот обратите внимание, вот уже в центре у нас группка образовалась. Не нужно ждать. Возвращайтесь, делитесь на группы, и можно пообщаться, поговорить сейчас, пообщаться. И давайте мы дождемся всех. Хорошо. И все, да, взяли? Смотрите, еще раз. Причастие, мы вспоминаем смерть Христову, да? Но почему причастие? Мы часть Его тела. Аминь. Но смотрите, мы соединяемся не только с Ним, мы соединяемся друг с другом. Кто Его тело, кто Его руки, кто вообще делает? Это мы сейчас. Понимаете, мы не только вспоминаем о Нем, но мы вспоминаем и о наших братьях и сестрах. Потому что в этом вся суть. Заповедь, которая не только возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, но вторая, равная ей, да? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Я хочу, чтобы вы поразмышляли об этом также, когда мы сейчас будем принимать это. Все, давайте мы все вместе. Мы одно тело Христово. Аминь. Да, и давайте возьмем какое-то время, вернемся и пообщаемся. И важно, чтобы каждый что-то сказал. Если вы не знаете кого-то людей, попросите рассказать о себе, чтобы человек представился. Поговорите.